Так, вы уходите? Вы вообще не придете? Уважаемые коллеги, мы начинаем с вами работать. Я прошу максимум внимания. Раз вы просите еще сократить все это быстро-быстро, давайте будем работать тогда плотно. Ситуацию, которую мы с вами будем обсуждать на первом части нашего знакомства, она связана с религиозной ситуацией прежде всего. Прежде чем начать проблему методики преподавания курса основ религиозной культуры и светской этики, мы вам специально поставили здесь очень много литературы, именно связанной с тем, чтобы расширить тот или иной диапазон каждой лекции, для чего, чтобы вы могли сориентироваться. На сегодняшний день та проблема, которая связывает нас с вами, почему мы настаиваем на этих курсах, это сложность этой темы, во-первых, потому что она включает достаточно большой материал с ситуацией, связанной не только в нашей республике, в религиозной ситуации. Это связано прежде всего и с тем, что сегодня курс, который доверен в школе, который получил такое распространение, как через несколько модулей, 6 модулей мы с вами знаем. Вот этот курс сегодня говорит о том, что многие родители, принимая решение о той или ином выборе, стали все больше и больше уходить на модуль светской этики. Вот я помню 2010 год, когда пилотный проект мы заводили и вообще обсуждали вопрос, насколько необходим этот курс в нашей республике. И сначала шла подготовка документов, потом шла подготовка вот этого комплекса учебников, затем шла апробация в Красноярском крае. Все эти моменты были как раз связаны для того, чтобы показать удобность этого курса, необходимость и проведение. Первые проблемы, переживаю, волнуюсь всегда, это работа с родителями. Сегодня молодое поколение родителей, которые пишут, вот дети, чьи приходят к вам в 3 класс, в 4, это очень молодое поколение людей, которые не понимают сегодня степени ответственности, какой курс или какой модуль выбрать, прежде чем рассчитывать на те знания, которые получит ребенок, или это будет воспроизводиться в школе. Поэтому большая роль здесь отводится прежде всего вам, тем, кто будет доводить эту тему, роль отводится школе, но и всем тем внешкольным мероприятиям, которые связаны с проблемами возрождения традиций, культуры, особенностей религиозной ситуации нашей республики. Вот поэтому я считаю, что мы с вами выбрали правильный путь, что нужно послушать некоторые сложные моменты этих модулей, ну и уже потом уже говорить о том, как эту тему преломить или как с ней работать дальше в школе. Тема сегодняшнего дня у нас с вами будет связана с нормативно-правовым регулированием действия
какие существуют сегодня особенности для религиозных организаций у нас в республике. Поэтому вот в законе, о котором мы с вами проговорили, о свободе совести, очень четко прописан административный регламент статуса религиозных организаций. Сегодня религиозная организация делится на 3 категории. Сначала это религиозная группа, в которую могут войти, количество здесь не, так скажем, не определяется, несколько людей, которые хотят исповедовать ту или иную религию, совершать культовые действия, но об этом официально закрепить свои, официально отметить или как бы закрепить свой статус в муниципальном ближайшем отделе, получить справку, что мы вот хотим совершать те или иные действия. На этот вопрос любой сотрудник муниципалитета задаст вопрос, к какому вы направлению вероисповедания относитесь, задаст о том, где зарегистрирована ваша централизованная, то есть вышестоящая организация. Ну и вот, естественно, вот эти вопросы сегодня останавливают многие религиозные группы формировать свой юридический статус официально. Следующей структурой, которая уже имеет статус юридического лица, является религиозная организация. Религиозная организация – это тоже количество людей, которые официально принимают статус юридического лица, официально идут в управление юстиции. Сегодня у нас занимается регистрацией религиозных организаций управление юстиции. Министерство Российской Федерации, у нас управление при Республике Бурятия, в котором есть отдел, так и называется, некоммерческие организации, где проходит регистрацию религиозная организация. Чтобы пройти ту или иную процедуру регистрации, каждая религиозная организация очень четко представляет себе план действий, которым они наверное, руководствуются. Для начала это прежде всего нужно провести собрание учредителей, протокол предоставить, что да, мы вот такого-то направления собрали с вами собрание учредителей, протокол. Затем формируется на этом собрании, выбирается председатель, формируется устав религиозной организации, где прописываются задачи, цели, чем она хотела заниматься, кроме религиозных, догматических, каких-то культовых, обрядовых действий. Устав, то есть это пошаговая деятельность, где четко прописано. Но нас с вами будет интересовать в этом уставе раздел, который носит название «Основы вероучения». Вот в этом разделе «Основы вероучения» религиозная организация должна четко прописать те догматические, теологические, богословские основы, на основе которых будет совершаться службы, и прописаны четкие направления этого духовного, скажем, действия. Вот согласно закону Российской Федерации, действия в вероучениях должны прописаны согласно основным постулатам, которые должны отразить в этом основе вероучения. Это, во-первых, отношение к здоровому образу жизни, отношение к браку. В основах вероучения не должно быть никаких даже косвенных проявлений и правильность ее вообще видения своего положения в обществе, сегодня юристы в этих структурах очень четко рассматривают сначала к формальному признаку пакет документов. И второй важный фактор при регистрации – это изучение основ вероучения. Сегодня, в силу компетентности молодых людей, которые работают при регистрации религиозных организаций, не получается возможность
сразу определить, правильно ли прописана основа вероучения. И поэтому законом Российской Федерации в 2009 году было принято решение проводить религиоведческую экспертизу на предмет правильного понимания религиозных основ той или иной религиозной организации. Что такое религиоведческая экспертиза? Сегодня существует при всех управлениях юстиции Совет по проведению религиоведческой экспертизы. Вот в этот совет входят представители больше всего научных учреждений, это те в основном, в нашем случае, вот в Бурятии у нас этот совет с 2009 года существует, возглавляю этот совет я с 2009 года. В этот совет у нас входят представители, прежде всего, Бурятского научного центра, все мы доктора наук, которые защитились в той или иной, по истории той или иной конфессии. И когда к нам приходит документ на том, чтобы признать ли эту религиозную организацию религиозной, то прежде всего на совете обсуждается пакет документов, потом обсуждается беседа о том, какие задачи преследуют. И очень часто, вот из опыта почти 10 лет, хочу сказать, что многие лидеры религиозных организаций, особенно наших в республике, не владеют вот тем правильным юридическим пакетом документов, умением оформлять. Очень часто основы вероучения просто идут с интернета, и когда специалист начинает объяснять им, что у вас здесь неправильное понимание, ну, допустим, вот последние у нас экспертизы идут к шаманским организациям. И очень часто, когда вызывают лидеры и говорят о том, что вы неправильно понимаете основу вероучения, потому что есть особенности шаманизма в Бурятии, то всегда в основном они соглашаются и говорят, да, действительно, ну, наверное, вы правы. То есть вот работа нашего экспертного совета, она не для того, чтобы только остановить деятельность религиозной организации, но еще и помочь о том, чтобы они правильно, методически выстроили свое понимание. Но прежде всего вот, нужно выяснить все их вопросы, как они относятся к нашему государству, как относятся к семье, к браку, к здоровому образу жизни. То есть тут вот эти моменты, они являются ключевыми. Вот, пройдя экспертизу, религиоведческий совет дает ответ на то, что да, можно считать религиозной организацией, и только тогда любая религиозная организация проходит процедуру юридического оформления. Пройдя эту процедуру, они получают статус религиозной организации, они должны платить налоги, то есть они уже показывают свою деятельность, что там, какие у них есть дополнительные виды услуг. Обычно религиозные организации прописывают такие виды услуг, как наличие иконной лавки, наличие литературы, продажи каких-то атрибутов культовых. Вот эти моменты они сразу должны фиксировать, сдавать отчет, сколько продано, куда потрачены средства. Обязательно в религиозной организации должен быть бухгалтер и человек, который несет ответственность, вот отчет перед государством. У управления юстиции сегодня нет такого права, закон не позволяет права проверку на момент правильности исполнения всех основ вероучения. Вот, к сожалению, закон не дает нам сегодня права зайти во время той или иной службы и сказать, мы, представители юстиции, хотим посмотреть, так ли вы совершаете молебен или не так. Это сегодня все действия религиозных организаций закон защищает. И поэтому все моменты такие непонимания, или те моменты, которые можно здесь обсуждать, это связано только с приглашением лидера этой организации управления юстицией к эксперту для того, чтобы выяснить те или иные вопросы. Ну, обычно, если мы говорим о специалистах в этой области, то обычно эти специалисты в области очень часто носители сами этой конфессии, и они очень часто присутствуют во время многих молебнов в свой, в свободное время. Да? И мы с вами можем, не представляясь представителями органов власти или каких бы структур, прийти с вами на молебен, поучаствовать и посмотреть просто как частное лицо. Только вот такой, наверное, момент проверки может сегодня позволить правильность, становясь адептом, потому что все исследователи, кто пишет по той или иной тематике, очень часто сами являются участниками всех этих процессов, смотрят ситуацию изнутри, да, являясь объектом внутреннего, как у нас называется такой метод, исторических исследований называется метод включенного наблюдения. То есть участие во время этих служб позволяет определить, насколько это точно и верно. Вот после вот этих процедур религиозная организация получает право и пройти проверку. Но обычно проверку, которую преследует управление юстиции, она связана с такими факторами, как соответствие названию, штампам и документам, которые они делают на фирменных бланках, печатям, правильно ли прописан режим расписания
служба, допустим, если сегодня многие наши организации религиозные хотят, ее создают, но не видят в обязательности проведения тех или иных богослужебных литургий, и расписание этих литургий, они должны представлены очень четко. Вот за этим следит сегодня Управление юстиции. Кроме этого, у нас есть структуры ведомственные, которые очень четко свою задачу видят в контроле. Это органы прокуратуры, которые сегодня также имеют статус проверки религиозных организаций, но только уже в том случае, если поступил сигнал, что в этой религиозной организации есть какое-то нарушение вот тех основ, которые прописаны в Конституции. И еще одна структура, которая на стадии, вот, наверное, проведения каких-либо мероприятий, это органы Федеральной службы ФСБ, в которых есть целый отдел по религиозным организациям, где есть специалисты, владеющие той или иной проблематикой, и очень часто сотрудничают с нашим советом о том, чтобы проверить на предмет экстремизма той или иной литературы, которая продается у религиозной организации в лавке. Что касается светских учреждений, мы с вами поговорим о системе образования, религиозного образования еще чуть позже, но я хочу сказать, что все эти факторы сегодня принципиально важны. Почему? Потому что наша сегодня республика не стала исключением, когда на территории республики проникают другие конфессиональные инновации. Но вот в силу возраста, который здесь присутствует, я знаю, что мы все с вами очень часто, я встречаюсь с таким мнением, что мы привыкли с вами делить все религии на наши и не наши. И мы когда говорим, что традиционная религия, если в законе Российской Федерации прописано традиционными религиями для Российской Федерации являются прежде всего православие, затем прописано иудаизм, буддизм и ислам. Вот когда был принят закон в 1997 году, для нашей республики это был неприемлемый акт документа. Почему? Потому что у нас исторически сложилось так, что традиционными конфессиями у нас являются те, в результате которого сформировалось население республики. Поэтому, когда в 1997 году был закон о свободе совести принят в сентябре, то уже 24 декабря в Народном хурале у нас обсуждался закон о религиозной жизни республики Бурятии, в который была внесена поправка. И сегодня в законе о религиозной жизни республики Бурятии прописано, что у нас традиционными являются буддизм на первом месте, на втором идет православие, затем идет древнее православие, так как у нас старообрядчество представлено в этом регионе, и затем шаманизм. Вот перечисление в такой последовательности как раз говорит о том, так исторически формировалось в нашей республике то или иное автохтонное население, которое позволяло нам этот фактор зафиксировать и считать это традиционным. Именно вот эта поправка в законе о религиозной жизни Республики Бурятия позволяет сегодня перечисленным конфессиям иметь право на те или иные государственные программы, участвовать в тех или иных серьезных проектах, которые сегодня в качестве субсидий выделяются со стороны государства. И, естественно, в таких республиках Закавказья, да, или бывших стран СНГ сразу тоже шли поправки, потому что тогда для тех регионов неприемлемо, чтобы на первом месте стояло православие. И, естественно, для республик Кавказа сегодня в законе о религиозной жизни прописано, что традиционной религией будет являться ислам. Вот, чего нет у нас, да, мы прописываем как религию, которая вновь потом образована в результате исторических событий. Поэтому вот эти все нормы сегодня являются основанием говорить о том, что ситуация у нас непростая. Вот на сегодняшний день религиозная организация у нас в республике зарегистрирована на 1 января 2018 года 246. 246 всех. Но уже через месяц мы получаем цифру 226. Почему? Потому что многие не прошли проверку, не сдали отчеты. То есть вот сегодня вот этот характер изменения, он будет в течение года колебаться. Но самое главное, что я прошу зафиксировать цифру, то, что это больше 200 организаций. Допустим, в 2011 году у нас было зарегистрировано 188 организаций. Это говорит о том, что у нас вновь образуются организации, которые считают себя самостоятельным и получают статус юридического лица. Это я говорю только о тех, которые имеют статус юридического лица. Кроме того, наши все организации, где в любом субъекте федерации, делятся на централизованные и местные. Централизованная – это та, которая просуществовала больше 15 лет, и она имеет право открывать какие-то в виде филиалов где-то еще других.
И местная организация, та, которая, вот как мы с вами сказали, что религиозная группа была, потом решила, что у нас достаточно много последователей, мы с вами пойдем и зарегистрируемся. Это тоже для нас характерно. Ну вот, пожалуйста, какие конкретно? Значит, централизованные местные организации, они делятся на централизованные. Вот сегодня у нас их 5. Местные религиозные организации, достаточно серьезная цифра, да? Что-то у меня не совпадает, тут нет, это управление юстиции слайды. Здесь, ну, цифра будет разная. Вот сегодня, если сейчас утром на сайт Минюста зашла, посмотрела, там цифра уже другая. Все это говорит о том, что наша задача с вами понять, что централизованные организации и местные – это та категория, которая присуща для всех субъектов. Монастыри выделяются в отдельную. Что касается Русской Православной Церкви, хочу сказать, что здесь она представлена у нас приходами и монастырями. Особо хочу пометить с вами данные, которые вот здесь зафиксированы в слове «Московский патриархат». Очень часто мы с вами начинаем воспринимать присутствие Русской Православной Церкви во всех субъектах нашей Российской Федерации как, ну, как бы единое представление о Московском патриархате. К сожалению, нет. Сегодня многие субъекты, такие как Грузия, зарубежные приходы, имеют свою автокефальность, они не являются подчиненными Московскому патриархату. Но у нас исторически так сложилось, когда у нас шло заселение региона русским населением, то Русская Православная Церковь пришла сюда уже вместе с казачеством для того, чтобы установить территории и границы именно синодальной церкви. И у нас на территории нашей с вами республики, наших соседей и Дальнего Востока присуще именно распространение РПЦ, Русской Православной Церкви, именно Московского патриархата. Хочу обратить на централизованные организации, которые есть в других направлениях, тоже присутствуют у нас с вами. Но вот здесь первые 2 строки как раз говорят о том, что у нас буддистское направление тоже не представлено, не единое. Да? У нас есть традиционная самха России, у нас есть отдельное объединение буддистов в Бурятии. И сегодня очень много вы увидите представителей в нашей республике, которые считают не обязательно входить в традиционную самху России, достаточно иметь свое понимание, представление. И вот на протяжении последних 3 лет у нас на экспертный совет приходят религиозные организации буддистского направления, которые хотят быть самостоятельными, то есть не хотят не подчиняться ни централизованной буддистской организации Республики Майдар, ни объединению буддистов в Бурятии. Да? Это сегодня нормальный факт, который позволяет нам все не говорить. Но вот здесь вы видите направления других организаций, которые, ну, как бы очень не совсем воспринимаются нашим обществом. Но хочу сказать, что на 3-м месте сегодня, если на 1-м месте у нас православное представительство организации православного, Русской Православной Церкви, на 2-м месте буддийское направление, да? На 3-м месте у нас занимают по количеству религиозных организаций вот в этой просвитерианские, протестантские организации. И у нас их достаточно много. Около 50. Сейчас мы дальше с вами посмотрим. Ну, об этом я уже сейчас проговорила, да, что сегодня право у буддистов сегодня не всегда всходить в те или иные централизованные. И сегодня этот процесс, особенно после того, когда по закону нужно было 15 лет просуществовать как организация, с 97-го года 15 лет уже прошло в каком году? В 12-м, да? И как раз в 2012 году у нас появилось право у всех религиозных организаций получить свою самостоятельность. Сегодня уже 15 лет прошло, если они на этой территории, на этой местности прожили больше 15 лет и существовали в рамках закона, то они имеют право быть централизованными. Вот сейчас это и началось, выход из централизованности, почему у нас очень много экспертиз на право выхода. Особенностью старообрядчества, которое представлено в нашем регионе, является то, что религиозные организации, они у нас представлены в виде вот этих 2 метрополий. У нас с вами будет отдельная лекция по древнему православию, я остановлюсь конкретно на этом. Но здесь у нас другая ситуация. Если мы будем говорить о том, что Бурятия является регионом, транслятором старообрядчества, и мы говорим, что у нас есть ареал компактного расселения старообрядцев, да, на территории таких районов, как Тарбагатайский, Бичурский район, Заиграевский район, Мухашевирский район, и дисперсного, допустим, в Холинском районе, в Селенгинском районе. Но это представлено не всегда в качестве религиозной структуры.
Сегодня большая часть старообрядчества, о котором мы говорим, вот потомки семейских, очень часто мы употребляем этот термин с вами, это характерно для национально-культурных центров. Это такие музыкальные коллективы, которые позиционируют себя в этой конфессии и считают себя представителями, потомками этого направления. Но если говорить о структуре религиозной организации, то у нас их две. У нас есть Русско-православная старообрядческая церковь, это та, которая, храм, который находится на территории, ну, кто ориентируется в городе Мегатитан, за Мегатитаном недостроенный, да, вот это Белокреницкое направление, это центр этой вот три в республике. А Русская древняя православная церковь представлена большим кафедральным храмом на территории Ткацкая 2, вот напротив фабрики кино, видели, большой храм есть, да? Это вот представительство, вот сегодня резиденция Сибирской епархии Русской древней православной церкви, служит там владыка Сергий. Вот поэтому мы должны с вами понимать, все, что представлено юридическим статусом и тем, что национально-культурным центром, это тоже две разные вещи и идеи, в принципе, у которых очень часто схожи. Шаманские организации, да, вот сегодня 13, мы, хочу сказать, 3 идут на экспертизы, через 2 месяца, возможно, еще появятся 3 организации. Они могут, видите, распространяться не только, вот сегодня у местной религиозной организации шаманов в Тенгере очень много появляется, вот она перешла в централизованную сегодня, да, вот у них есть в оформлении документа. Буддистов Бархан-Ула, то же самое. Сегодня появление этих организаций связано с тем, что очень много адептов, потому что вы сегодня придете на любое, вот, ну, наверное, как правильно сказать, культовое действие шаманов, то вас поразит, если вот вы заинтересуетесь этой темой, огромное количество людей, которые измеряются в сотнях. Если вы, скажем, придете в Русскую древнюю православную церковь, там будет на службе человек 30 стоять, дай Бог, то здесь сегодня в сотнях. Это говорит о том, что наше общество сегодня имеет право выбора, и вот в таком направлении сегодня очень часто выбор падает далеко не к традиционным, тем, которые присущи нашим, допустим, да, с вами говорим. Мы с вами еще привыкли очень часто в республике вот, проявляются вот такие термины, этническая принадлежность к конфессии. Очень часто мы с вами в советский период принимали, что если буддисты, то обязательно это религия только для национальности, бурятской национальности. И наоборот, православие должно быть только русские. Сегодня далеко не так. Сегодня и в той, и в другой конфессии присутствует смешение этнической вот принадлежности. И вот сегодня мы будем говорить о католиках, которые тоже присутствуют здесь. Сегодня среди католиков огромное количество бурят. А просветеряне, которые пришли к нам в республику из Монголии, сегодня большое количество корейцев. Поэтому этническая принадлежность в той ситуации, которая есть сегодня, она не совсем похожа, как мы с вами привыкли воспринимать антропологически. Да? Итак, религиозные организации протестантского направления. Вы видите, вот этот круг показывает о том, что их достаточно много. Они разные. История их появления на территории республики связана с XIX веком. И присутствие только их было здесь не совсем вот в том варианте, когда мы говорим о том, что если, допустим, христиан веры евангельской пятидесятники, это появляется гораздо позднее, да, уже в 20 веке. Если мы говорим о просветарианах, вот 6 организаций, это те, которые пришли к нам из Монголии, сегодня достаточно серьезно себя позиционируют у нас в республике. И евангелисты то же самое. Но вот я хочу обратить больше ваше внимание не на тот представительство вот этих больших цифр, а то, что у нас еще присутствуют организации, которые не присущи для нашего региона, их часто называют конфессиональные инновации. Потому что это церковь Ингри, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, но с ними сейчас очень сложно идет процесс. Они, помните, были централизованная организация в прошлом году, была лишена права стать религиозной организацией. Вот это пришло к тому, что централизованная организация сегодня имеет несколько судебных исков, вот, и поэтому местные начинают уже задумываться, как эта ситуация выглядит нам, местной ситуации. Да, местным религиозным свидетели Иеговы сегодня переходят пересвидетельство под другое название. И мормоны. Что касается вот, действий, да, присутствующих, все они прошли регистрацию, все они в равной степени, в равном праве
охраняется законом, и все из них, каждый из них претендует не только на миссионерскую деятельность. То есть, если вы сегодня придете христианам веры евангельской на какую-нибудь воскресную молебен, вы тоже удивитесь, что там будет огромное количество наших граждан разных национальностей. И сегодня вы придете, допустим, к пресвитерианам, это, корейцев там больше, там, скажем, здесь, но здесь надо сказать о том, что они очень четко определяют свой статус и расширяют свое миссионерское поле в результате того, что огромное количество населения нашей республики нуждаются именно в такой заботе. Вот если вы сегодня придете в храм, скажем, в Дигитри, вот как мы заходим с вами, да, начинаем так, лавка тут вроде, да, свечку надо здесь купить, надо какой иконе идти, вот кто, пойду у бабушки спрошу, может быть, эта икона не та. Кому мы нужны в храме? Особо нет. Сказали, нас направили, вот, дочь, иди вон туда, там все правильно сделаешь. Вот от такого действия мы сегодня приходим в храм, потому что выполняем просто дань традиции, не по состоянию души. Так же самое с вами приедем в Дацан, мы как туда, в Иволгу, значит гости. Начинаем искать там знакомого экскурсовода, на это выйти на ламу, чтобы нам четко это провели, поставили. Тоже у нас ситуация связана с совершенно другой задачей, да, посещения этого культового мероприятия. И вот эти действия как раз позволяют нам сегодня, именно организация протестантского направления, привлечь внимание прихожан. Сегодня, если вы придете к католикам, и вот к вам сразу подойдут, и вам уделят столько внимания, посадят за пюпитр, расскажут, уделят снимут вопросы, которые не хватает сегодня людям в наших тяжелых социально-экономических условиях жизни. И поэтому вот этого внимания сегодня не хватает. И когда мы говорим о том, что у нас огромное количество протестантских организаций, это прежде всего вопрос к нашим традиционным конфессиям. Как они допускают, что сегодня в республике совсем не борются за паству? И почему сегодня мы с вами говорим о том, что у нас этническое присутствие в той или иной конфессии не всегда совпадает? Потому что регион оказался регионом огромного количества протестантского направления. И потом это не 20 век, это 19 век, когда с историей нашего освоения Сибири было связано направление тех или иных организаций. Кроме этого, мы с вами сегодня не говорим о организациях, которые включаются в качестве тоже национально-культурного центра. Сегодня, например, еврейская община, она существует как национально-культурный центр, который проводит огромное количество мероприятий, связанных с деятельностью своих последователей, а также очень много у них образовательных таких организаций. И она представлена больше всего как местная иудейская религиозная организация. Как видите, как давно она существует у нас в республике, и она ведет активную, имеет такую деятельность. Местная религиозная организация мусульман тоже она у нас присутствует. Мусульмане, впервые первая религиозная организация мусульман была на территории тогда Верхнеудинского уезда, образована в 1903 году. Поэтому период 20-го столетия как раз позволил нам не то, что отказаться от тех или иных конфессий, а просто эти конфессии ушли в подполье. То есть сохранялись на уровне семьи, на уровне каких-то определенных традиций, но не выражались в виде религиозных организаций. Сегодня у нас поступило на регистрацию еще 2 религиозных организации мусульманских, которые расположены на территории Северного Уаяна. Сегодня с ними идет работа у нас в экспертном совете. И местная организация Римско-католической церкви. Я про тот костел, который у нас есть, достаточно давно работает, там отец Адам, который приехал и служит давно в Бурятии, уделяет огромное внимание к молодому поколению, к школьному образованию. Они очень много проводят мероприятий, связанных среди организаций школьных на территории своего костела. Находится он на территории проспекта Строителей, если так поточнее сказать, рядом с роддомом номер 2, в городе. Ориентируйтесь, красивое белое здание, в котором огромное количество поляков, история которых связана с историей Бурятии, сегодня являются представителями религиозной организации Римско-католического прихода. Есть у нас организации, которые, можно сказать, при экспертизе находятся на стыке некоторых направлений. Это Апостольская православная церковь, в основном, видите, Новый Уаян, Доксимо. Сегодня север нашего региона является как раз регионом появления новых религиозных организаций. Естественно, здесь нужно обратить внимание, наверное, муниципалитету, наверное, школам, которые находятся там. Почему именно там? Последователи
Просто так она не образовывается, то есть есть последовательность. Ну вот мы с вами смотрели, да, на этом круге в разрезе веры Бахаи, Кришнаиты, все эти организации присутствуют, они, ну, не проявляют себя в достаточно таком ярком направлении, как, допустим, протестанты или пресвитериане, в образовательном статусе. Но самое главное, все они существуют, больше, допустим, Кришнаиты у нас представлены в большей части такого направления, связанных с распространением определенной литературы, особой кухни. Даже у нас есть 2 кафе кришнаитов в городе, где, если вот хотите попробовать, как они готовят, какой у них особенность в их кухне, можно сегодня прийти, они очень хорошо принимают тех граждан, у которых нету возможности где-то, допустим, да, принять обед. Вот поэтому кришнаиты у нас проявляются в виде таких организаций. Что касается организаций вот протестантского направления, хочу сказать, что достаточно серьезно они ставят задачу образования. Поэтому вот если мы видим с вами, у нас образовательные учреждения есть только у сегодня Русской Православной Церкви, это, ну, мы как это видим в виде воскресной школы, затем у нас появляются школы там, выходного дня, когда в том или ином приходе, особенно вот в монастырях, вот Батуринский монастырь огромное внимание уделяет именно образовательной политике, будет сотрудничество со школами, Зырянская школа, Нестеровская школа, очень много мероприятий проводят совместно именно с настоятельницей Батуринского женского монастыря, монахиня Ника, которая очень много уделяет внимания именно подрастающему поколению, где действительно люди оказываются в трудных ситуациях, особенно детей без родителей. И у них сегодня в монастыре можно увидеть целый приют, не только для детей разного возраста, но и для родителей, для семей, которые оказались в трудной ситуации. Это и есть сегодня. Что касается протестантских организаций, хочу сказать, что вот когда мы в 2005 году обсуждали вопрос об открытии кафедры теологии и религоведения у нас в университете, прежде чем открыть такое направление, главной задачей нашего ректора было собрать представителей всех конфессий. И вот на это собрание пришли представители не только вот тех, которые прописаны в законе, скажем, буддистов, Русской Православной Церкви, представителей и пресвитериан мы встречали. И очень были удивлены, когда такое внимание к образованию оказали именно эти организации. Если для наших, скажем, буддистов и Русской Православной Церкви было все понятно, они говорили, хорошо, мы будем поддерживать, давайте решим вопрос, у нас не хватает кадровой подготовки, допустим, для Адигидрия нам важно было, чтобы многие священники, которые сегодня приезжают на службу, не имеют светского образования, да, они как-то это нормально воспринимали, и многие из них сегодня учатся заочно, у нас получают высшее светское образование. Что касается буддистов, с ними у нас контакт идет сегодня, когда был образован буддийский университет. Вы знаете, да, в Лагинском Досане есть университет, где готовят разные уровни, но это духовные учреждения. Вот с буддистами у нас очень много есть контактов по поводу того, чтобы зачесть. Многие буддисты сегодня, оканчивая вот этот университет, хотели бы сразу, чтобы мы им смогли перезачесть те или иные дисциплины и дать светский диплом как бы ускоренного типа. Но здесь очень сложно, потому что у нас разные стандарты, и несмотря на то, что у них очень много философии, часов зашкаливает, скажем, по сравнению с того, что мы даем, английского языка, очень много других языков. К сожалению, стандарт не позволяет, и большая часть представителей вот этого университета приходили нам на курсы уже заочников, ускоренников. В этом плане есть контакт. Да? Но вот с пресвитерианами вопрос был связан достаточно серьезно, потому что они сразу, представители вот на это собрание пришли, у них есть не только наставник духовный, да, который пастор занимается этим вопросом, у них есть и представитель, вот такой у них так и называется, министр культуры, министр образования. Вот приходит к нам министр образования и культуры. Люди имеют светское образование, очень хорошее, они, наверное, я так думаю, работали где-то в светской жизни директорами школ, потому что те вопросы, которые они задают, покажите учебный план, какие учебные часы, а как вы будете, несмотря на то, что мы занимаем у вас в республике то или иное место в статусе организации, многие дети наши хотят получать образование, какое внимание уделить именно нашему блоку. Почему у вас прописано только, вот у нас был прописан христианский и буддийский блок, да? И вот, естественно, в статусе элективных курсов сегодня читаются истории разных конфессий. Почему мы сегодня с вами как раз для вас подготовили материал, связанный с историей всех конфессий, которые сегодня официально зарегистрированы в республике. Потому что право на существование они имеют не только просто как представители, последователи, а еще и как структуры, которые претендуют на образование.
Среди них очень много таких вот учреждений, которые называются, вот среди протестантов у них есть свой, они открывали свой техникум, вот мы делали экспертизу на статус, соответствуют ли они вот тем нормам. Да, действительно соответствует. 120 квадратов помещения полностью соответствует всем нормам СЭС и там пожарной охраны. То, что касалось нашего, допустим, нашей экспертизы университета, мы смотрели, как соответствуют лекторы, да, этого техникума, сотрудники, преподаватели, которые имеют, какое они имеют образование и как они соответствуют по кадровому составу. Сегодня проверяется, да, в любом учреждении. Да, все соответствуют. Многие из них закончили 2 высших, имеют образование, имеют право читать тот или иной предмет, там связанный с педагогикой, психологией, очень много было предметов. Вот такого рода учреждения, такие образовательные организации иногда присутствуют. И у нас в республике тоже. Очень часто эти организации организовывают разные, как Байкальская школа, разные курсы повышения квалификации. Допустим, очень часто они обращаются к людям, которые вернулись из мест лишения свободы, считают, что они брошены государством, и для них проводят разного рода курсы для того, чтобы привлечь не только к себе, но и прежде всего помочь в трудной жизненной ситуации. Поэтому мы с вами должны очень четко, подытоживая, хочу сказать, что религиозная ситуация в нашей республике непростая. Ситуация, которая сегодня вот с тем количеством религиозных организаций, которые вы увидели, говорит о том, что мы с вами живем в многоконфессиональной республике, в которой есть не только традиционные конфессии, но и вот эти конфессиональные инновации, как кришнаиты, мормоны, которые стараются расширить своих последователей. И вы должны всегда обращать внимание на то, что у нас сегодня все-таки есть закон о отделении церкви от государства. Школа тоже у нас отделена от церкви, и все мероприятия, которые связаны, или когда вот часто бывает, приходит священник непонятного направления и предлагают в школе, давайте я проведу беседу для родителей о наркомании, обычно они говорят там о пьянстве, о курении, но все это в конечном итоге может в последние 2-3 куплета будет связано с распространением именно своей конфессии. Вот здесь очень четко мы с вами должны понимать, какая может быть опасность тех иноконфессиональных инноваций, которые может войти в тот или иной образовательное учреждение, и особенность тех традиционных, которые прописаны в нашем регионе. И поэтому наши курсы как раз связаны с тем, чтобы придать значимость тому, чтобы при преподавании этого курса вы обращали внимание на то, что какие у вас родители в классе. Хочу вам дать полную ответственность сказать о том, что из 30 человек будет 5-6 человек в классе, которые вам никогда не скажут, какого они вам вероисповедания, какую они проводят, на какие службы ходят их дети. И поэтому сегодня закон это позволяет. И вы должны четко понимать, что наша с вами задача, вот как находясь вот на таком месте, как вы, в школе, перед детьми, это прежде всего придать всей вот этой религиозной тематике как раз мотив возрождения традиций, духовности нашего общества. И не уходить вот в эти сложные вещи, в которых я вот сегодня вам многие говорила. Да? Мы сегодня с нашей с вами задачей методически правильно понять ту или иную тему, выбрать эту тему и ее преподнести. К сожалению, сегодня очень многие административные ресурсы не срабатывают. Вот когда вводился этот курс в ОРГСЭ, многие директора школ не прислушивались к ситуации, которая есть у них в регионе. Мы это очень часто обсуждали на совещаниях по поводу того, что заявление напишут в таком варианте родители. Директор говорит, где я вам возьму специалистов по исламу? Так, Семенов, заходи, будешь слушать это. Светскую этику. Такое и есть на местах. Я думаю, что и у вас тоже. И сегодня, когда родителями стали или вот начинают озвучиваться, 2 ребенка на Восточном выбрали ислам, у нас эти фамилии звучали во всех газетах. И это все оповещалось таким, знаете, цинизмом, что, представляете, у нас в советском обществе в Бурятии хотят изучать. Вот это прежде всего некомпетентность журналистов, которые сегодня играют на этой теме. И я прошу всегда быть осторожным с ними, когда вы говорите о религиозной жизни Республики Бурятия. И особенности руководителей наших, скажем, администраций, школ, там, скажем, районов, когда идет вопрос распределения выбора конфессии. Это сегодня право за родителями, так как ребенку 10 лет. Но если этот выбор есть, государство должно обеспечить, хоть и для одного человека, но вот, обучение по этому направлению.
Но что касается статистики, сегодня, говорите, вот в первые годы, когда 12-13 год выводился этот курс, у нас очень хорошо начала работать и буддийская, Санха-Русская православная церковь. У нас цифры были в год, допустим, если 2000, ну я вам грубо говорю, да, цифры, 2000 у нас всего школьников 4 класса, то 930 выбирают буддийский блок, основу буддийской культуры, 670 выбирают основу православной культуры. И остальные идут на блок светской этики. То сегодня картина кардинально другая. Сегодня большая часть всех заявлений идет в блок светской этики, и очень мало, в уменьшенном количестве в то и другое. Я думаю, что конфессиональные группы этого направления сегодня тоже озабочены, мы много проводим с ними совещания, они тоже считают, что это упущение сегодня, когда люди не хотят изучать то или иное направление, значит, какая-то изменилась ситуация в семье, в общем видении, ну и плюс вот этот административный рычаг, когда учитель говорит, я не хочу читать и про ислам, давайте я вам буду рассказывать про все понемножку. Вот это тоже есть сегодня, и мы с вами здесь просто прежде всего нарушаем. Еще сегодня появилась цифра, которые связаны с отказом родителей вообще не изучать этот предмет. Если в первые годы это было единицы, допустим, 12-10, сегодня это в районе 80 заявлений, которые родители также имеют право не изучать этот предмет. Вот в этом здесь тоже есть вопросы. И когда задается вопрос, чем будет заниматься ребенок во время этого урока, то есть уже вопрос становится к родителям, к администрации. И вот это не есть правильная позиция, когда появляются вот такого рода выпады родителей или их видение о том, что я не хочу, там вот очень часто бывает там директорская, тут Марья Ивановна ходит у нас в храм, пусть Марья Ивановна и ведет. Да, вот, и, конечно, реакция родителей будет другая. Поэтому здесь должно проходить все просто в пределах светкости, и прежде всего именно с четким отчетом о том, что вы говорите во время этого предмета. Но вот что касается этой тематики, на сегодня я останавливаюсь. У нас с вами перерыв можно, да? Потому что у нас обеда по расписанию не представлено вам. Обеда не будет, мы вас просто чуть раньше будем отпускать.